Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Поротовых, живут в селе Намцы. В семье 11 детей, 5 родных и 6 приемных. 2 уже живут самостоятельно. И сейчас все внимание Евгения Дмитриевна и Петр Васильевич уделяют подрастающим детям. Мы в 2008 году опекой были. Вот с первого ребенка взяла Николая из детского дома Берегини. Вот увидели в газете после Нового года, что он хочет к семье, мечтает о семье, мальчик. Потом к 2011 году мы тоже нам позвонили, сказали, вот дети очень хорошие, Сергея и вот Анжелику взяли. В 2016 году вот у нас родственников, вот у детей беда случилась, без мамы остались. Я сразу в приют побежала, вот старший вот Нергустан, потом средняя Ленура сейчас Чурапчиву сестригостью и вот младшая Аина. Девочки – главные мамины помощницы в теплице и на огороде. Вот помидоры довольно-таки крупные. Сажали мы с бабушкой. Нам очень понравилось. У нас есть капусты. У нас здесь земляника. Большую помощь в воспитании детей оказывает бабушка Любовь Егоровна, закладывая детям семейные ценности. Детям, наверное, лучше в домашних условиях жить, наверное, потому что они лучше Учатся познают мир, да. разные, приучать к домашнему труду. К домашнему труду приучает своих мальчиков папа Петр Васильевич. Он работает в детском садике завхозом. Под руководством папы мальчики учатся работать с инструментами, ремонтируя и строя что-то новое. Все во дворе Поротовых сделано руками детей и папы Петра Васильевича. Я мальчик обучаю труд, чтобы они помогали, чтобы они выросли и дальше делать такую работу. И чтобы они знали, что такое труд. Когда они вырастут и сами будут так и работать. Все, чему учит Петр Васильевич мальчиков, безусловно, поможет им в будущем. Мы умеем делать ремонты, делать украшения. Я обычно в доме помогаю своей маме. Готовлю еду. Суп. И вот папе я помогаю тоже. Курятники им построили. И вместе с Нергустаном. Вот наша курица. Их штук 9. Я кормлю куриц с комбикормом. И добавляю витамины. Так. Вот. Так. Вот они, комбикормы. Утром я добавляю 2 кружки комбикорма. А вот днем можно 1 кружка подойдет. Или 1,5. Есть в хозяйстве Поротовых и кролики. Анжела, расскажи, пожалуйста, про кроликов. Я ухаживаю за кроликами. Их 5 штук. Я даю ветки. И кормлю их травами и комбикормом.
Приучение детей к труду, воспитание в семье закладывает основы их успешного будущего, способствует правильному развитию, и здесь очень важна поддержка всех, кто окружает детей. Получается, что вы вот уже несколько лет воспитываете детей, да? Ага. Детей разных, с разными судьбами. Вот как проходит адаптация, какие трудности были, Ой. как вы справлялись? Хотелось бы, чтобы школа была готова к таким детям. Классные руководители, чтобы готовы были. У них же психология совсем другая. Вначале очень трудно было, это правда. Школа не готова к таким детям еще. Психологически не готова из детских домов. У них же психология вообще другая, не как домашние дети. Первые года, правда, со старшими трудности были со школой. Но хотелось бы, чтобы они тоже эту школу прошли или как, не знаем. Ну, образование-то лучше знает, да? Классный руководитель, чтобы курсы проходили на эту тему, как общаться с такими детьми, подход, чтобы знали. Правильный подход к детям наглядно виден в приемной семье Поротовых. С помощью бабушки Любовь Егоровны 15-летние Ангелина и Анжела учатся готовить и радуют семью любимыми блюдами. Девочки помогают маме во всем, по хозяйству и на кухне. С удовольствием готовят и делятся рецептами своих блюд. Это салат на быструю руку, очень полезный. А из чего он состоит? Что ты делаешь? Помидор, укроп. Я заправлю его маслом. Я делаю оладьи. Рецепт: сперва вода, потом вот такая ложка, это соль, сахар, потом соль и 2 яйца, потом муку. Перемешиваю. Приготовление блюд, работа по хозяйству дают детям понимание важности труда. Все дети в семье Поротовых учатся делать то, что пригодится им в жизни, а главное, постигают ценности семейных отношений. Фонд «Дети Саха-Азия» перед началом учебного года вручил детям семьи Поротовых школьные рюкзаки. Приемные родители ежедневно прилагают все усилия для успешного развития своих детей. Отрадно, что приемные семьи в Намском улусе получают всестороннюю помощь и поддержку. Хотим поблагодарить главу Намского улуса Слепцова Юрия Иннокентьевича. Он нам всегда помогает, даже в малейших маленьких вопросах. Все решает, никогда не отказывает. Отдел опеки начальника Петрова Марию Иннокентьевну, председателя нашего приемных семей Матрёну Прокопьевну. Всегда нам помощь во всем, не отказывает, помогает во всем. Советами, просьбой, все делает для нас. Спасибо всем большое. Побывав в гостях у приемной семьи Поротовых, мы увидели теплые искренние отношения. В семье нет разделения детей на родных и приемных. Все дети одинаково получают любовь и заботу. И мы еще раз убедились в важности приемных семей и их роли в решении проблемы социального сиротства. Вот как отдел опеки сопровождает приемные семьи? Ну, сопровождение, у нас приемных семей предполагает оказание уполномоченными органами, организациями профессиональной, консультативной, педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, действующей на основании законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Саха-Якутия. Если, конечно, у нас выявляются такие проблемные моменты в приемных семьях, то мы в таком случае выступаем как координирующий орган, потому что мы курируем данные семьи. И мы первоначальную консультацию, полную, они берут у нас. Мы оказываем им первоначальную, потом уже направляем по этим структурным подразделениям, соответствующие службы направляем, чтобы они уже проблемы решили. На ваш взгляд, в чем причина социального сиротства? Я считаю, что, в принципе, мы считаем, что должно быть больше ресурсных центров
служб сопровождения, например, да, службы круглосуточного сопровождения детей, семей и их родителей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. И, конечно, необходимо развивать профилактику по республике, ну и по всей России, потому что мы же видим картину, да, какая она по всей России. И нужно развивать профилактику безнадзорности несовершеннолетних. Это уже надо в начальной стадии все это предусмотреть, чтобы потом у нас вот таких детей не было больше. В принципе, так. Этого милого малыша зовут Лев. Леве у нас 1 год и 4 месяца. Он у нас веселый, любит играть с игрушками, наблюдает, с детьми очень хорошо ладит, учится ходить на ходунке, но пока не умеем кушать с ложечки. Да, Лёва? Лёва любознательный и открытый ребенок. Он много лопочет и живо интересуется всем вокруг. Лёва проходит каждый год плановое обследование, наблюдается у специалистов и получает соответствующее лечение. Мы надеемся, что для Лёвы найдутся те, кто окружит его вниманием и заботой и станет для него семьей.